понедельника по пятницу в 8:35 и 18:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Доброе утро, полуостров. 8:38 и в Киеве, и в Крыму. С вами снова самое крымское в мире радио Крым Реалии. У микрофона я, Осман Пашаев. Встречаемся, как обычно, на средних волнах на частоте 549 кГц или на сайте Крым Реалии. Тема дня. На днях российский Минюст включил Меджлис крымско-татарского народа в перечень экстремистских организаций. Основание – решение подконтрольного Кремлю крымского прокурора Натальи Поклонской о приостановлении деятельности общественного объединения. Поклонская ввела запрет на деятельность Меджлиса 13 апреля. Ее решение действует до того момента, пока не вступит в силу вердикт Верховного суда Крыма, тоже подконтрольного России. О доводах Поклонской и противоположных взглядах на работу Меджлиса далее в нашем сюжете. Репортаж. Меджлис на полуострове запрещают еще до решения суда. Такое распоряжение принимает российский прокурор Крыма Наталья Поклонская и называет причины. Продолжаются мероприятия, посягающие на территориальную целостность Российской Федерации. Высказываются оскорбления, угрозы. Проводится работа по запугиванию крымско-татарского народа. Создаются различные вооруженные батальоны вблизи государственной границы. Без капли совести и страха. Активно показывают через средства массовой информации свое сотрудничество с наемниками террористических организаций, таких как «Серые волки», Хизбут Тахрир. Решительный протест по поводу действий российской власти на полуострове выражает президент Петр Порошенко и МИД Украины. Турецкая амбассада называет Меджлис законным представительным органом крымских татар. В ООН призывают Россию не допустить закрытия организации. Об этом говорит и глава европейской дипломатии Федерико Могерини. Цитата. Решение так называемого прокурора Крыма приостановить деятельность Меджлиса, органа самоуправления крымских татар, крайне тревожно и представляет собой серьезную атаку на права крымских татар. Крымчане к закрытию Меджлиса относятся по-разному. Крым Реалии проводит опрос на улицах Симферополя. Я так думаю, что они тоже должны быть в мире и согласии с нами. Доброжелательные, верующие не могут так поступать, как поступают некоторые из них, которые называют себя Меджлисом. Крымские татары, там они, когда кричали «Крым не Россия». Так что я думаю, что правильно, надо что-то предпринимать, чтобы опять не возник этот конфликт. Во время аннексии Крыма Меджлис оставался едва ли не единственной проукраинской силой на полуострове, собиравшей многотысячные митинги в защиту целостности Украины. Здание Меджлиса в Симферополе было последним на полуострове, над которым после аннексии рядом с крымско-татарским развивался государственный флаг Украины. Флаг срывают, помещения в центре города отбирают, лидеров Меджлиса не пускают на полуостров. Теперь хотят запретить и саму организацию. Оксана Давыдова для Крым Реалии. Репортаж. Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. Заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров. А о закрытии Меджлиса, внесении его в список экстремистских организаций и дальнейшей работе мы говорим с председателем Меджлиса крымско-татарского народа Рифатом Чубаровым. Доброе утро, Рифат ага. Салям алейкум. Алейкум салям. Рифат ага, есть ли какой-то план у Меджлиса, который действует сейчас на территории материковой Украины, как защищать людей, которые находятся в структуре Меджлиса в Крыму? Разумеется, мы продумывали разные варианты, связанные с судьбой наших товарищей в ситуации, когда может быть принято решение о признании деятельности Меджлиса крымско-татарского народа экстремистским. Несмотря на то, что любые решения, которые принимаются оккупационными судами, являются абсолютно неправомерными, но российская оккупационная власть в состоянии их реализовывать на территории Крыма. Соответственно, вот эта вся международная деятельность, которая последние недели, и вы, наверное, это заметили, максимально активизировалась, она вся направлена на то, чтобы предостеречь Россию, как страну-оккупанта, от применения ею жестких индивидуальных воздействий
на членов Меджлиса. Не совсем понятно пока еще, насколько Россия будет последовать этим призывам, требованиям, предупреждениям, но факт то, что она очень внимательно сейчас фиксирует все обращения и лидеров государств, и международных организаций, и отдельных стран, ну, скажем, буквально вчера Государственный департамент Соединенных Штатов Америки также выступил с требованием прекратить преследование Меджлиса. То, что Россия все это фиксируется, анализируется, это, несомненно, факт. Кроме того, конечно, мы имеем решение, которое обязательно будет запущено после некоторых, ну, скажем так, этапов, которые в Крыму возможно быть. Я не могу сейчас говорить о деталях этого решения. Рифат, я уточню свой вопрос. Решения принимались тогда, когда и первый заместитель председателя Меджлиса, ваш заместитель Нариман Чубаров и Ильми Умеров находились вне Крыма. Были разные международные мероприятия, в том числе заседание исполнительного комитета в Вильнюсе. Эти решения были приняты, внесение в список экстремистских организаций. Рассматривали вы такой момент, чтобы они не въезжали больше в Крым, по-моему, потому что эти люди вернулись на полуостров после этих решений? Вы знаете сейчас, что самым таким главным, определяющим поведение каждого крымского татарина в оккупированном Крыму является позиция «Крым-да-Яша» – «Живи в Крыму». Мы исходим из того, что каждый крымский татарин, несмотря ни на какие обстоятельства, он должен максимально предпринимать все меры для того, чтобы находиться в Крыму, быть вместе со своим народом. Мы очень долго возвращались после сталинского изгнания для того, чтобы, не дай бог, опять так легко потерять свою землю. И поэтому в такой ситуации, когда народ исходит из этого принципа, ни один член Меджлиса крымского народа, проживающий сегодня вместе со своим народом в оккупированном Крыму, он не может исходить из другой позиции. Соответственно, мы не принимали решение о том, чтобы кто-то, кто еще может, имеет возможность въезжать в Крым, чтобы он по своей доброй воле в Крым не въезжал. Я хочу сказать, что сегодня уже с утра в Крым возвратился и Нариман Жилял. Об этом я узнал из его поста в Фейсбуке буквально часа полтора назад. Рифат, в последнее время была информация о том, что Меджлис собирается открывать представительство в Вашингтоне и в Брюсселе. Вот здесь что первично? Давление на Меджлис началось после того, как Россия столкнулась с этой информацией о том, что будет представлен Меджлис в Европе и в Соединенных Штатах, или все-таки открытие представительств связано с тем, что это давление усиливается в Крыму? Нет, я думаю, что ни то, ни другое не первично, а необходимость открывать представительство, в общем-то, мы планировали уже буквально больше года назад. Дело в том, что вот в эти 2 года с момента аннексии, оккупации Крыма Россией очень много, площадки основные нашей деятельности, они находятся в столицах некоторых государств, где сосредоточены основные международные организации, их штаб-квартиры, и в частности Брюссель. Я думаю, что все-таки с открытием нового политического сезона, я имею в виду в этом году, то есть осенью 2016 года, мы все-таки сможем открыть представительство в Брюсселе. Здесь есть вопросы кадрового и финансового обеспечения, но мне представляется, мы их решаем. То же самое с Вашингтоном. А в каком статусе будут эти представительства? То есть это представительство при ком и чего? Вот как это будет формально выглядеть? Это будет представительство Меджлиса крымского народа на этих площадках. Представительство Меджлиса крымского народа в Брюсселе. В Брюсселе есть офисы ряда международных организаций, в частности Европарламент, в Брюсселе есть НАТО. В Брюсселе есть международные организации. Возможно, эти наши коллеги, которые будут работать в офисе Меджлиса, они будут опекать и некоторые другие международные организации, которые находятся в других столицах. Это рабочие инструменты Меджлиса крымского народа. Это не есть некое политическое представительство или иного статуса. Это те площадки, где будет сосредоточена рутинная практическая работа ежедневная с международными организациями. Саглан, спасибо. Оставайтесь на линии. С нами на связи сейчас юрист правозащитного центра «Мемориал» Татьяна Глушкова. Доброе утро.
Доброе утро. Татьяна, вот расскажите нам, людям, которые не совсем хорошо понимают российское законодательство, в каком случае тем людям, которые сейчас находятся в структурах Меджлиса, грозит административная ответственность, а в каком случае уголовная? Смотрите, какая ситуация. В настоящий момент, как вы знаете, Наталья Поклонская приостановила деятельность Меджлиса крымско-татарского народа в связи с тем, что, по ее мнению, организация нарушает, ведет деятельность, которая нарушает конституционные права и свободы граждан и так далее. Соответственно, в настоящий момент, если это решение не будет отменено судом по жалобе Меджлиса до, соответственно, принятия Верховным судом Республики Крым решения о признании или непризнании организации экстремистской, то в настоящее время людям, которые организуют и участвуют в деятельности Меджлиса, грозит административная ответственность. Там, соответственно, эта ответственность — это небольшой штраф, организация от 1000 до 2000 рублей, для участников от 500 до 1000 рублей. Что касается уголовной ответственности, то она возможна только после вступления в силу за организацию деятельности или участие в такой деятельности, только в ситуации, если Верховным судом Республики Крым будет вынесено решение о признании Меджлиса экстремистской организации, и это решение будет подтверждено в Верховном суде Российской Федерации, потому что, естественно, если это решение будет вынесено, вы можете обжаловать. То есть то, что сейчас Минюст российский внес ту же организацию в число экстремистских, пока никаких последствий не будет иметь это для членов Меджлиса, для избранных представителей в регионах и центрального Меджлиса. Правильно я понимаю? Смотрите, для начала я вас немножко поправлю. Минюст включил организацию не в список экстремистских организаций, а в список организаций, деятельность которых приостановлена. В связи с осуществлением экстремистской деятельности. Это разные списки. То есть не список организаций, деятельность которых запрещена, а список организаций, деятельность которых приостановлена. Так? А сейчас, в данный момент, соответственно, организацию деятельности Меджлиса или участие в его деятельности людям грозит штраф либо от 1000 до 2000 рублей для организаторов и для участников от 500 до 1000 рублей. Вот я просто эту ситуацию по Крыму. Российская власть назначила ответчиком по этому делу первого заместителя Меджлиса Наримана Джиляла. Вот заканчивается суд. Прогнозируем, что ни у кого нет особых сомнений, какое будет решение суда. И тут же Нариману Джилялу выставляется штраф. Правильно я понимаю? И дальше он начинает выставляться всем, кто публично избран и есть в списках. И вряд ли мы сомневаемся, что все члены Меджлиса известны, в том числе и в регионах российской власти, потому что это публичная информация. Смотрите, речь идет об ответственности не за факт того, что мы были членами и участниками организации до приостановления ее деятельности или до запрета, а речь идет об ответственности за продолжение деятельности. То есть, если все члены Меджлиса прекратят какую-либо деятельность, связанную с Меджлисом, то, соответственно, ответственность наступать не будет. Но, конечно, исходя из практики привлечения к уголовной ответственности, я могу сказать, что даже очень небольшие какие-то действия с употреблением слова «меджлис» могут быть, в принципе, признаны организацией деятельности, деятельность которой запрещена. Татьяна, простите, а российской власти и российским филологам, наверное, известно, что слово «меджлис» в крымско-татарском означает «собрание». Любое собрание, то есть 3 человек можно называть меджлисом. Само слово «меджлис» будет запрещено. То есть его надо будет удалить вообще из крымско-татарского лексикона. К чему это идет? Это очень хороший вопрос. Я затрудняюсь ответить на вопрос, как будет организовано правоприменение этой статьи, потому что правоприменительная практика, это такое достаточно... В России она не всегда является подсказкой. Но я думаю, что речь идет, конечно, не о запрете самого слова «меджлис», а о запрете деятельности вот именно тех организаций, которые являются... То есть деятельность меджлисов, которые существуют в настоящее время. Естественно, само слово из языка, скорее всего... Изымать не будут пока.
изымать не будут, конечно. Вот. Но если говорить именно о деятельности, то, допустим, какое-то заявление, выпущенное от имени Меджлиса крымско-татарского народа, или вот еще что-то. Соответственно, какая-то публикация, даже совершенно мирного характера, то есть не носящая которую нельзя счесть угрожающей территориальной целостности Российской Федерации или еще чему-нибудь. Это не может быть сочтено организацией деятельности Меджлиса. Татьяна, вы простите меня за занудство, я буду такие ситуации еще моделировать. Хорошо, слово остается пока, на ваш взгляд, в словаре крымско-татарском Меджлис. В последнее время деятельность Меджлиса на территории Крыма и так была блокирована от того, что отобрали здание еще почти 2 года назад, и никакой деятельности не проводились, запрещались все акции, которые Меджлис предлагал. А вот, например, собираются у Ильми Умерова дома Нариман Джилял и председатель ЦИК Курултая Заир Смедля. Это будет считаться собрание и деятельность Меджлиса? Или единственное, что я видел в интернете, это конкурсы патриотических стихотворений в последнее время, в котором принимали участие члены Меджлиса. Это вот такая деятельность тоже будет попадать под административную и в дальнейшем уголовную ответственность? Хороший вопрос. Я думаю, что собрание людей дома то есть собрание людей дома под уголовную ответственность попадать не будут. Но подождите, а дело Хизбут-Тахрир? Дело Хизбут-Тахрир это как раз-таки люди собирались, по-моему, дома и не вели никакой деятельности. Когда-то они были симпатиками этой партии. Угу. Да. Но это то, о чем я хотела сказать. Дело в том, что у российских следственных органов есть такая вещь, как отчетность. Отчетность, статистика, которую нужно сдавать и заполнять. Сдавать отчетность за, соответственно, хизбут-тахрирщиков или за членов Меджлиса, то есть за то, что они собирались, например, и вели какую-то экстремистскую деятельность, гораздо проще, чем ловить реальных преступников. Спасибо. Поэтому исключать преследование, конечно же, нельзя. Спасибо. Это был юрист правозащитного центра «Мемориал» Татьяна Глушкова. У нас на прямой связи председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров. Рифат Бей, в этом деле не идет речь о Курултае вообще. Курултай, на ваш взгляд, будет сохраняться? То есть его делегатов не будут преследовать? Ну, давайте начнем с того, что сохраняться будет все. И Меджлис крымско-татарского народа, и Курултай будет объявлен некий запрет со стороны оккупационной власти, но запрет, собственно, людей, которые составляют Меджлис, или людей, которые избраны делегатами Курултая, он не может быть реализован сам по себе. Я вообще настолько разными могут быть реализация, собственно, принятого решения и насколько далеко оно будет таким абсурдным, сейчас просто трудно предположить. Вы сейчас задавали юристу вопросы, на которые, в общем-то, она отвечает в виде своих предполагаемых версий. Но как себя поведут оккупационные власти, как они будут реализовывать, только практика покажет. Мне представляется, что вообще некоторым странам надо напрягаться. Те страны, у которых представительные высшие органы носят название Меджлис. Я не могу исключить при сегодняшнем поведении высших правителей России вообще запрета этого слова Меджлис в русском лексиконе и в русском языке. Да, есть у нас Туркменистан со своим Малли Меджлисом, Казахстан, Турция, Иран. Я не могу сказать, насколько абсурдными будут дальнейшие действия российских властей в Крыму. И обвинение в суде по запрету Меджлиса полностью поддерживает председатель подконтрольного России Госкомитета по делам межнациональных отношений депортированных граждан Заур Смирнов. Послушаем его прямую речь. Кстати, он до сих пор, по-моему, остается членом Меджлиса. Мнение.
Будем полностью здесь поддерживать сторону обвинения, готовим все материалы. Считаю, что Меджлис утратил право называться крымско-татарским. Действия по блокаде Крыма, действия по организации вооруженных формирований, незаконных экстремистских организаций, которые происходят в Украине, при непосредственной организации Меджлиса, при его участии, конечно же, давно уже перестали давать ему право называться крымско-татарским. Я уверен, что такая организация в Крыму и в Российской Федерации должна быть запрещена. Мы будем это отстаивать в суде. Мнение. Рифат Бей, шла речь о том, что, возможно, некоторые функции Курултая на себя может взять Всемирный конгресс крымских татар. Есть ли какое-то решение по этому поводу? То есть, чтобы Курултай стал уже таким международным и мог бы, скажем, в том числе избавиться от членов Меджлиса, которые сегодня сотрудничают с российской властью? Или нет, не стоит такой задачи? В Крыму сейчас происходит расправа над высшим представительным органом крымского народа, над Меджлисом крымского народа. Разумеется, мы готовы к разному развитию событий. Разумеется, у нас есть некоторые принятые решения, о деталях которых я пока комментировать не буду, только в силу того, что в Крыму происходит сейчас и продолжается расправа. И последний вопрос, у нас полминуты до окончания эфира. Легитимизация Меджлиса в нынешнем законодательном поле Украины защитила бы его от такого преследования и давления со стороны России, или это не имело бы сейчас уже никакого значения? 2 года, собственно, оккупации Крыма и поведение оккупантов в Крыму говорят о том, что никакая легитимизация или иного вида правовые закрепления не защитили ни одну структуру, ни один орган государственной власти и ни одного человека, который, скажем, был в составе этих органов. Россия тотально игнорирует быть какой-нибудь... Сагонус, у нас заканчивается эфир. Если вы что-то упустили, читайте, слушайте Крым Реалии на нашем сайте, заглядывайте в наш Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, пишите в Твиттере. С вами был Осман Пашаев, это радио Крым Реалии. Следующий эфир в 18:30.